Вот они, герои Ингуши, чьи имена высечены на мемориальных плитах и стеллах. Летчики Ахмед Мальсагов, Шервани Костоев, Мурат Оздоев и многие другие. Сотни тех, чей подвиг никогда не будет забыт. Они внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом. 20 боевых вылетов, 10 уничтоженных вражеских танков, 27 автомобилей, 5 зенитных орудий, 100 фашистских солдат. Все это заслуги летчика-бомбардировщика Героя России Ахмеда Мальсагова. За свою короткую, но насыщенную карьеру военного он не раз попадал в военные сводки советских газет. 14 января 1942 года в результате боевого вылета его жизнь оборвалась. Сослуживцы прозвали Мальсагова «Горным орлом». Звезда нашла своего героя через 50 лет после победы. Лучшие сыны нашей республики героически погибли, защищая родину. Рашидбек Ахриев – первый летчик-ингуш. После начала Великой Отечественной войны в составе летного отряда особого назначения он доставлял из Москвы в Ленинград продовольствие и боеприпасы. А в 1942-м при выполнении боевого задания его самолет попал под огонь вражеских орудий. В 1944-м его самолет был найден, а он вместе с другими летчиками захоронен с воинскими почестями. В эту пору началась война. Еще один ингушский герой, который решил связать свою жизнь с небом – Мурат Оздоев. Когда первым, даже не прицельный был у меня огонь, открыл огонь, один загорелся. Но с одним я, вот книги «Летчики на войне» Чечельницкого, там 14 июля записано: сбил 2 вражеских самолетов. Вот эти 2 самолета, и они, я как сейчас помню, где они оба упали. За период войны Мурат Оздоев совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. Поначалу неприятные ощущения стремительных полетов стали привычными. В январе 1944-го истребитель Оздоева был подбит. Летчик не растерялся, направил самолет на эшелоны врага, будто смеясь в лицо противнику, а сам успел выброситься с парашютом. В 1996 году, за 4 года до своей смерти, легендарный летчик удостоился своей последней, но самой высокой государственной награды – Золотой звезды. По традиции ее вручил глава государства в Большом зале Кремля. Уже дома Героя России чествовали всей республикой. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, присвоить воинское звание Героя Российской Федерации Оздоеву Мурату Ахмедовичу, младшему лейтенанту в отставке. Но многие участники той войны, преодолев ее тяготы и опасности, вернулись живыми домой. От них сегодня мы и узнаем подробности военных событий. В бою я получил тяжелое ранение головы. Мне сделали операцию, и через 23 часа я пришел в себя. Врач был удивлен, что я вообще выжил. Осознание цены и жертвы советского народа, отданных за великую победу, до дрожи в голосе учит ценить то мирное небо, под которым сегодня мы живем, и которое окуплено кровью миллионов, в их числе и Шервани Костоев. Он сражался с немецкими войсками в Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии. Но погиб Костоев не от немецких поль, а при испытании нового истребителя. Любовь к небу у Шервани Костоева зародилась еще в детстве. Окончив Краснодарскую военную авиационную школу пилотов, в 1942 году он ушел на фронт. Наравне с мужчинами воевали на фронте и женщины. Медаль за отвагу, за оборону Кавказа, за победу над Германией – все это награда Марии Михайловой. Ей было всего 18, когда она столкнулась с ужасами войны. Сейчас ее нет с нами, но история ее военного пути не забыта. Сержанта убили, одного ранили, как машина моя взорвалась, и мне контузию. Но еще до этого куст. Бегим же все под кусты, когда бомбят. А я сижу с одной стороны, а немец с другой. Парень молодой, тоже мальчишка. Я руки вверх, а он. Меня дед сказал: у русских не стреляй, у немцев стреляй. Веди меня к русским. Вот так было.
Кандидат медицинских наук Асия Тутаева во время войны работала в госпитале. Машину, в которой она ехала, захватили немецкие части. В бою Асият была контужена, а впоследствии легендарную горянку казнили. В 1944 году во время депортации ингушей в Казахстан многие солдаты, выходцы из Ингушетии, вынуждены были менять свои имена, чтобы остаться и продолжить воевать за свою родину. Николай Гайтукиев, он же Зиаудин Джамалдинович, одним из первых решил во что бы то ни стало не покидать фронтовых товарищей. Мне обидно было с фронта уходить. От тех товарищей, которые со мной в окопах лежали, в открытом небе, под открытым небом мы лежали. Вот о ком мне больше душа болела. Я не мог их оставить. Во время войны они воюют, а я, как сказать, удалось мне убежать домой. Мне этого ни в голову не приходило. Мне одна мысль была. Вместе воюем и вместе победу. Если заживем до победы, значит победу вместе будем и праздновать. Сейчас события той войны остались в далеком прошлом, и тех, кто погиб на ее фронтах, уже не вернуть. Однако память об их подвиге продолжает жить и в наших сердцах, и в названиях улиц, мемориалов и памятников архитектуры любого населенного пункта нашей страны. Самое главное, чтобы потомки помнили и свято берегли эту память, с гордостью передавая ее следующим поколениям. Юсуп Гелисханов, Лейла Гайсанова, Новости 24.